Кавказские игры обрели свой гимн. На открытии фестиваля на местном стадионе собралось много народу, а звезды местной эстрады знакомят гостей с местной же культурой. 7 республик СКФО и столько же участников игр. В небо уходят шары с флагами регионов, чеченский просто неудержим. Уверен, что наши спортсмены, всех тех, кто будут выступать в эти дни на наших Кавказских играх, еще достойно представят нашу Россию и на Олимпийских играх, и на мировых чемпионатах. Так в Черкесске готовились к соревнованиям за день до их старта. Если добираться до стадиона, где проходят Кавказские игры, не в общей группе в автобусе, а отдельно, то нужно проделать довольно долгий путь. Не знаю, как спортсмены, но представители СМИ получают возможность основательно размяться перед соревнованиями. Спортсмены же могли показать, на что они способны на следующий день с утра. Но сначала знакомство и выступление высоких гостей. Каждый народ представляют танцевальные коллективы. Чеченский национальный танец, естественно, исполняют участники ансамбля «Войнах». Я думаю, что действительно сегодня в календаре событий и мероприятий, которые проводятся и в округе, и в России, наш фестиваль «Кавказские игры» займет достойное место, потому что именно на таких играх, как здесь, проявляется уважение, дружба между народами многонациональной нашей России. Республики Северного Кавказа всегда традиционно любили, уважали и развивали спорт, поддерживали свою многонациональную культуру. Даже маленький элемент церемонии открытия показывает, какая глубокая культура, какие большие традиции здесь, на Кавказе. Главный тренер сборной Чеченской Республики настраивает подопечных. Впрочем, настрой и так боевой, но это не значит, что ребятам не до шуток. Армрестлинг способен вызывать нешуточные эмоции. Да и расклады здесь случаются такие, что до сердечного приступа недалеко. Вот, к примеру, чеченский спортсмен, находясь в почти безвыходной ситуации, все же вырывает победу. Первые 30 минут оказались для сборной республики счастливыми. За это время были завоеваны 3 золотых медалей. Несмотря на шапкозакидательские разговоры со стороны соперников. Ну, они всякие говорили, ну, мы в деле доказываем, короче. Они пусть говорят. Да? А? Морально да нет, не удалось. Спортсмены бегают, прыгают, лазают по канату, потом другие его перетягивают, таскают тяжести, такое, кстати, в хозяйстве тоже пригодится, и стреляют из разных видов оружия. Тише всего, пожалуй, на секторе, где соревнуются лучницы. С виду абсолютно безобидные девушки безжалостно расстреливают мишень. Та, правда, на такое поведение со стороны слабой половины фестиваля не жалуется. Здесь все иначе. Для того, чтобы бросить камень как можно дальше, приходится использовать даже голосовые связки. И в дальности броска, и, возможно, в громкости крика равных не было чеченскому атлету Алихану Хамидову. Он отправил снаряд на максимальное расстояние 31 метр. Рустам Агоев укладывает соперника на лопатки за 5 секунд, чем вызывает восторг трибун. Борьба на поясах, вес борцов свыше 85 килограммов. В этом весе также сильнейшим оказался чеченский спортсмен, который уверенно выиграл во всех своих боях. Неподалеку от стадиона развернуты национальные дворы участников фестиваля. Здесь можно не только познакомиться с культурой той или иной республики, но и попробовать их блюда. Также полпред президента России в СКФО Александр Хлопонин провел встречу с молодежью, в которой приняли участие и представители Чеченской Республики. Торжественная церемония награждения победителей соревнований проходит вечером того же дня. Лучшие спортсмены получают заслуженные медали, кубки и, конечно же, аплодисменты и признание публики. Второй ежегодный фестиваль «Кавказские игры» завершился красочным концертом и фейерверком. Чеченская команда завоевала 6 золотых медалей. Это лучший результат. Кроме того, в активе сборной республики 3 серебряных и 2 бронзовых медали. Асамбек Магомаев, Алик Хашаев, Магомед Сулейманов. Новости.